Глубокая переработка угля, добыча полезных ископаемых и даже туризма. Все эти направления крайне интересны для Инты. Предложений по развитию родного города на сайте «Активный регион» достаточно, и каждое требует детальной проработки. Сейчас по поручению президента правительство Коми как раз составляет план развития двух моногородов – Воркуты и Инты. Идеи населения должны быть в нем учтены, рассказал Сергей Гапликов на торжественном собрании к 65-летию города. Правительство Республики Коми выполняет огромную важную социальную задачу по сохранению стабильности, формированию и функционированию социальных обязательств. И, конечно же, у Инты, безусловно, с ее историческим значением, с ее героическим наследием есть сегодня перспективное, достаточно уверенное будущее. На встрече с общественниками затронули вопросы ремонта и строительства дорог, благоустройства улиц и дворовых территорий, ремонта ветхих зданий и спортивных объектов. Работа в этом направлении идет. Ранее Инта получила 36 миллионов рублей по гранту от главы Коми. Основным объектом модернизации стал спортивный комплекс, хоккейный корт и стадион двух спортивных школ – Интинская и Юность. В дальнейшем планируют обустроить беговые дорожки и поле для мини-футбола. Мы там сделаем мини-футбольное поле, но у нас будут беговые дорожки, но модернизацию стадиона нам придется продолжить и в следующие годы. Очень надеюсь, что мы выиграем еще грант. Ранее при поддержке республики в Инте привели в порядок тротуар по улице Кирова, установили новый остановочный комплекс и благоустроили территорию возле Центральной библиотеки. Проектом формирования комфортной городской среды предусмотрели благоустройство парка культуры и отдыха, где появится несколько тематических площадок – детская, игровая и спортивная. Также обустроят место для выгула собак, отремонтируют автомобильные и подвесные мосты. Все это в ближайшей перспективе. А на будущее планы куда более грандиозные – поиск, разведка запасов, добыча газа, нефти и марганца. Правительство Республики Коми и дальше будет продолжать осуществлять четкую, взвешенную финансово-экономическую политику. Будет делать все от него зависящее с тем, чтобы намеченные планы и те грандиозные цели и перспективы были реализованы не только во всем Крайнем Севере, но в частности здесь у нас, и в Инте, и в Воркуте, и на территории нашей республики. К 65-летию Инты глава Коми Сергей Гапликов вручил государственные награды работникам здравоохранения, образования, культуры и отдельный подарок для всех интинцев – сертификат на 30 миллионов рублей. Деньги направят на благоустройство города. Алексей Корчма, телеканал Юрган, Инта.